Чашиделек, я Инга Погосян. Добро пожаловать в Тибет на этой неделе. Еженедельный выпуск новостей на русском языке о Тибете, его святейшестве Далай-Ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-Лама представил книгу «Наука и философия в индийской буддийской классике», том 2 «Разум». Особое внимание следует уделять изучению буддийской логики. Совет его святейшества Далай-Ламы последователям буддизма. Его святейшество Далай-Лама предупредил о катастрофических последствиях, к которым приведет игнорирование климатического кризиса. Его святейшество Далай-Лама поздравил Джо Байдена с избранием его на пост президента США. Его святейшество Далай-Лама поздравил Нитиша Кумара с победой на выборах в штате Бихар. Завершил работу Женевский форум 2020 на тему «Политика Китая в отношении свободы вероисповедания. Глобальное воздействие». Мы сделаем все возможное для продвижения законопроекта о политике и поддержке Тибета. Си Кёнг отправляется с визитом в США. В ходе политического диалога с Китаем Швейцария выразила озабоченность по поводу ограничений прав человека в Тибете. Международная конференция «Тибетология и буддология на стыке науки и религии». Его святейшество Далай-Лама представил книгу «Наука и философия в индийской буддийской классике», том 2 «Разум». На мероприятии, посвященном презентации виртуальной книги, присутствовали Джон Дан, заведующий кафедрой гуманитарных наук Центра изучения здоровья ума при университете Висконсин-Мэдисон, и Туптен Джинпа, глава Института «Ум и жизнь». Once we develop the clear sort of awareness or understanding of possibility, the causes of suffering can remove. В своем послании участникам 15-й международной буддийской конференции в Сеуле, Южная Корея, его святейшество подчеркнул необходимость уделять больше внимания изучению буддийской логики и характера буддийского мировоззрения, а не шаблонному схоластическому обучению. Мы практикуем традицию, отличительной чертой которой является не простое исследование всему тому, чему нас учат, а познание с помощью логики, продиктованной Буддой и другими великими буддийскими учителями и учеными. Во время интервью британскому каналу Channel 4 его святейшество Далай-Лама предупредил о возможных катастрофических последствиях в случае, если мировые лидеры не примут срочных мер по борьбе с изменением климата. Далее его святейшество отметил, что при бесконтрольном глобальном потеплении такие страны, как Тибет, богатые своими источниками рек, в ближайшем будущем могут превратиться в гиперзасушливую пустыню. This is serious matter. You see, global warming may reach such level that most of these rivers will dry. Tibet, usually, you see, consider roof of the world, and a major river come from Tibet. Now, eventually, Tibet become like Afghanistan. Его святейшество Далай-Лама и Центральная тибетская администрация поздравили Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. В поздравительном послании его святейшество выразил благодарность Байдену за поддержку тибетского народа, оказанную им во время его работы в Конгрессе. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге и спикер тибетского парламента в изгнании Пема Чжунгне также поздравили избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. В своих посланиях тибетские лидеры выразили надежду на продолжение политики в поддержку Тибета под руководством Байдена. Его святейшество Далай-Лама направил Нитишу Кумару свои поздравления с победой его коалиции на выборах в Ассамблею штата Бихар. Его святейшество поблагодарил главного министра Нитиша Кумара за поддержку инициатив его святейшества, направленных на содействие возрождения интереса к древней индийской мысли, которую так ярко выражает историческая традиция Наланды.
Сегодня завершил свою работу Женевский форум 2020. На протяжении 5 дней в ходе 5 заседаний эксперты по правам человека, специалисты, академики, активисты, дипломаты, юристы, парламентарии и лидеры обсуждали центральную тему 3-го Женевского форума 2020 «Политика Китая в отношении свободы вероисповедания. Глобальное воздействие». That the Communist Party of China, which is an atheist, which do not believe in religion at all they have done is destroyed our religion. They have been the judge as far as reincarnation is concerned. Форум открыл президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге, который представил изданную на чешском языке книгу «Тибет никогда не был частью Китая». И политика Срединного пути является единственным жизнеспособным решением. В 2018 году Департамент информации и международных отношений Центральной тибетской администрации и Офис Тибета в Женеве приступили к подготовке Женевского форума с целью привлечь внимание к участившимся случаям нарушения прав человека в регионах, находящихся под управлением Китайской Народной Республики. В нынешнем году из-за пандемии 3-й Женевский форум проходил виртуально. Участники форума обсуждали и анализировали вопросы понимания религиозных преследований в регионах, находящихся под властью Китая, указывая на очевидное глобальное воздействие репрессивной политики Коммунистической партии Китая на свободу вероисповедания. Офис Тибета в Женеве запустил интернет-сайт, где представил полную информацию о Женевском форуме. Си Кёнг, доктор Лобсан Сенгге, во 2-й раз за последний месяц отправляется с визитом в США с целью продвижения в Сенате США законопроекта о политике и поддержке Тибета. На пресс-конференции, состоявшейся во вторник на этой неделе, Си Кёнг выразил надежду, что его предстоящий визит вызовет новый интерес и поддержку тибетского вопроса. Он обратился к тибетцам в Америке и ассоциациям с просьбой призвать своих представителей протолкнуть закон о политике и поддержке Тибета. Этот закон необходимо принять до завершения сессии Сената в январе 2021 года. Поэтому мы должны приложить все усилия для введения его в действие именно сейчас, иначе потеряем то, чего уже достигли. Си Кёнг заверил, что встретится с законодателями и решительно выступит за продвижение законопроекта, что, по его словам, является основной целью его предстоящего визита в США. В понедельник на этой неделе, во время политического диалога по видеосвязи заместителем министра иностранных дел Китая Циньганом, государственный секретарь Швейцарии Кристина Марти выразила озабоченность по поводу несоблюдения прав человека в Китае, особенно в отношении китайских властей к тибетскому населению. Это происходит на фоне первого с 2017 года официального визита посла Швейцарии в Пекине Бернардино Ригаццони в Тибет, который состоялся с 7 по 11 сентября 2020 года. В заявлении по итогам визита Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии отметил, что посол Швейцарии вместе с 10 другими дипломатическими миссиями посетил Лхасу и Шигадзе, дабы воспользоваться возможностью и обсудить с местными властями ряд важных вопросов, среди которых ситуация с правами человека. Выражая озабоченность ситуацией с правами человека в Тибете, Министерство иностранных дел заверило, что свободный доступ Верховного комиссара ООН по правам человека в Тибет и защита тибетских правозащитников остаются основными требованиями Швейцарии. Почетный представитель его святейшества Далай-ламы в России Тела Тулку Ринпоче принял участие в 4-й международной конференции «Тибетология и буддология на стыке науки и религии», которая проходила в режиме онлайн с 9 по 11 ноября. Участники конференции обсудили отношения Тибета с соседними странами, состояние буддизма в Калмыкии, Бурятии, Туве, других регионах России, Монголии и других странах. Деятельность его святейшества Далай-ламы XIV по сохранению буддизма и развитию взаимоотношений между религией, наукой и светской этикой.
Роль тибетского сообщества в сохранении буддизма и тибетской культуры. Буддизм и наука. В конференции приняли участие заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент Российской академии образования Татьяна Черниговская, академик РАН, нейробиолог Константин Анохин, профессор биологического факультета МГУ Александр Каплан, заведующий отделом психологии и нейробиологии Института медико-биологических проблем РАН профессор Юрий Бубеев, Юлия Бойцова из Института мозга человека имени Бехтеревой РАН, другие российские ученые, а также ряд буддийских ученых-монахов. Организатором двухдневной конференции выступил Институт востоковедения РАН и фонд «Сохраним Тибет». На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!